Снимается вроде. Раз. Я не хочу старался, я просто упал. Давай. Приходи к нам поскорей, если любишь бить людей и за волосы девчонок в автозак таскать. Супермодное шматье и дубинка, ё-моё, и лицо под балаклавой не узнает даже мать. ПР-73, на него ты посмотри, можно бить, а можно вставить зад. Друг мой, holy shit, поднимай скорее щит, убивай, калечь, ты все равно не виноват. Мой ПР всегда со мной, и с ПРом я герой, я готов давить заразу, хоть весь день, поверь. Все прекрасно, только вот не взлюбил меня народ, и целую неделю мне кто-то срет под дверь. Некто паразит, номер мой мобильный слит, номер дома и квартиры в интернете есть. Степка, берегись, только мне ты попадись, я тебе сопляк устрою натурально жесть. Снова говно у двери и ПР-73 не помог мне что-то нихуя. Что поделать тут? В рожу мне друзья плюют и обходит стороною вся моя родня. И обходит стороною вся моя родня. Всем привет! Не, мы банку. Мы банку аплодируем. Привет, привет! Всем привет! Опа, это панк. Да, меня зовут Артем, я походу играю в песни. перепутал. Я не тому поднавалил под дверь. Ну, бывает. Это Артем. Я нагадываю, что мы сегодня собрались на наш любимый проект у самый лепший бар усякого Висловского узбережжя, как сустрэць зиму. У нас в Гоголе сегодня планировался такие вельмі вялікі такі концерт. Я думаю, что все будет. Особливо, когда люди, вы глядите наш стрим, и вы сегодня подойдете, подходите, коли ласка, вы там сидите у себя по домах, Короной болеете. Так, а там такие просто весенние, такие вот просто дождь, и тут зима. Просто невероятная некая такая ситуация отбывается, так? Сегодня мы хотим подтримать проект «Ребрест». И сегодня мы будем про это размовлять, что такое «Ребрест». И так само я хочу сказать и нагадать, что наш проект «Хатний сейшн Уберстейшн» чакае усіх, хто ще до нас не добрался. А это Артем, и он починает сегодняшнюю нашу фразу. Вот говорят, что очень успокаивает, если смотреть на огонь. Ну, вот сидишь возле камина там с бокалом вина. Вот. Недавно, где-то месяца 2 назад, у какого-то чувака, который там какие-то экспертизы проводил, я там точно не знаю. В общем, у него сгорела машина, и я прочитал эту новость и очень успокоился. Вот. Ну, прям радостно, так тепло на душе стало, так как возле горящей машины. Председатель экспертиз. Доигрался ты с огнем, председатель экспертиз. На лэнд-крузере своем ты больше не отправишься в круиз. Не поедешь в выходной с любовницей на дачу. Соболезную, родной, но не может быть иначе. Облавлены покрышки и фары больше не горят. Все просто шалунишка, просто шалунишка.
Нехуя обижать ребят. Нет, бежать нельзя. Ты сам поджигаешь фитили. Ладно, эта песня должна исполняться в шапочке из фольги, но я сегодня забыл фольгу, поэтому будет без фольги. Гришка Озаренок. Есть фольга. Стать хотел с пеленок Гриша Озаренок, модным журналистом, чтобы хвастаться братве и мечту лелея из пакета клеем вдруг пошел в область СТВ. И пусть порою жарко Грише в шапке из фольги, он все равно сюжет напишет, хоть не спят враги. Глубинные правительства, варшавский кукловод, все разбегаются, как крысы, когда сюжет идет. Все разбегаются, как крысы, когда сюжет идет. В 6 утра будильник, и снова холодильник. Движение привычным он откроет не спеша. Чудесная находка, боярышника сотку, глотнет, чтоб развернулась душа. И репортаж хорошо, чтобы шел. И пусть порою жарко Грише в шапке из фольги, он все равно сюжет напишет, хоть не спят враги. Глубинные правительства и польский кукловод, все разбегаются, как крысы, когда сюжет идет. Все разбегаются, как крысы. Раз, два, три, четыре. Когда сюжет идет. Реально жарко в песне. Меня просили не ругаться матом. Я такой сразу, я не понял, сразу говорю, это получается просто я буду играть аккорды и молчать. Потому что как? А потом говорят, нет, мол, между песнями. Поэтому я очень выбираю слова. В общем, просто в прошлом, кажется, ноябре мне пришло в голову, что я недостаточно широко оскорбляю. То есть мои оскорбления сосредоточены на политиков и всяких деятелей сугубо белорусских. И я подумал, надо расширять географию, так сказать, масштабировать. Следующее называется «Ботоксные щечки». Один всего выпуск новостей стал причиной моего выплеска страстей. На вопросы журналистов ловко отвечал. Все в рай, а мы в рай. Блядь, Да, про что я говорил? Не разрешили ругаться, и все, и начинается уже там просто... Да нормально. Миропорядок. Не останавливайся. Все в рай, а они подохнут. Ты тогда сказал: Вовчик, я тебе свои отдам, если вдруг мои откажут почки. Ничего
ничего не попрошу, прими мой щедрый дар, лишь дай потрогать ботоксные щечки. Вовчик, Вовчик, я тебе свои отдам, если вдруг твои откажут почки. Ничего не попрошу, прими мой щедрый дар, лишь дай потрогать ботоксные щечки. Не во сне, а наяву влюбилась я в него, и счастливым назову сына своего. Моя девичья сердечко, словно динамит, еще миг и разорвется от моей любви. Вовчик, Вовчик, я тебе свои отдам, если вдруг твои откажут почки. Ничего не попрошу, прими мой щедрый дар, лишь дай потрогать ботоксные щечки. Мы все взрослые с тобой и свободные. Я надеюсь, бункер твой домом станет мне. Будем вместе мы пилить деньги россиян. Свою руку запущу в твой воровской карман. Вовчик, Вовчик, я тебе свои отдам, если вдруг твои откажут почки. Ничего не попрошу, прими мой щедрый дар, лишь дай потрогать ботоксные щечки. Вовчик, Вовчик, я тебе свои отдам, если вдруг твои откажут почки. На медведя ты садись и ко мне быстрее езжай, вези мне свои ботоксные щечки. Вовчик, Вовчик, я тебе свои отдам, если вдруг твои откажут почки. Ничего не попрошу, прими мой щедрый дар, лишь дай потрогать ботоксные щечки. Фінікант! А так, сябри, я нагадую, усе ж таки, конечно, так, сьогодні ось такий літотенний вечір, такий просто зима прийшла, усім, напевно, ще не проснулися сьогодні, усе в своїх думках, так, усе згадують осінь, яка пройшла, просто була суперська осінь. Скажи? Осень суперская была? Да он бухал целую осень. Конечно, суперская. Конечно, суперская. Тебе сподобались готовые лужи? Артем, какие были лужи? Слушай, Я уже сегодня Як на рассказывал. вкус? Я рассказывал уже Как сегодня, на что вкусу? у меня кто-то украл эту субботу. Ее не было просто. Вот я. Ну, вот мы разъехались, я вышел и пошел еще дальше там в один бар. Ага. Да уже не помню. И дальше я восстанавливал все по смс-кам от банка. Свои передвижения, ну, где я, что там вообще. Да, и там какой-то хот-дог в 7 утра, где-то какой-то минутки. И я такой, кто это? Самое главное, что вот Моросик, вот этот вот человек, да, который вот покупал хот-дог, я его не знаю, и мы с ним не встречаемся никогда, ни разу, я его не видел. Потому что когда вот приходит он и начинает покупать хот-доги в 7 утра, меня уже не, ну, я где-то уже там сплю. И я просыпаюсь такой, еще темно, значит, наверное, еще очень рано. Смотрю на часы, а там 6 вечера. И я такой, вот, у меня украли субботу. Поэтому осень у меня такая, ну, такая себе, разная. Тім'я, скажи, будь ласка, ось сьогодні ми насамперед будемо розмовляти трошки про архітектуру. Скажи, будь ласка, у тебе є любимий будинок, може якого вже нема навіть? Ось коли просто ось подумають, так, ось був любимий будинок, а зараз його нема. Было нет. Страшная архітектурна спадщина. Страшная спадщина. Страшная. Страшная. Страшные спадщины там у нас в столбцах. Вот меня незнайомая такой, колись сябра телефонує мені такі, привітання, а там кажуть, я не далі. Ну, мой самый, наверное, любимый, это наш кинотеатр в городе Столбцы.
вот, которые сейчас будут перестраивать и пообещали сохранить его вот эту вот архитектуру. Там, ну, я не знаю, мне не то, чтобы архитектурно это здание нравится, просто с ним связано очень много воспоминаний. Там происходили разные движения, там, от дискотек каких-то, где просто все танцуют. Это типа вот так вот они Да, вот танцевали, это вот, где, знаешь, где сумки девочки кидают в одну кучу и вокруг там танцуют. И ты приходишь, и если ты не дай бог из другого города, ну тебя сразу все вот так вот, как в этих про салуны американские, когда вот приходит какой-то чувак и такой типа, сейчас я в баре выпью виски, и у него весь бар оборачивается, чужакам здесь не рады. И вот это вот там так вот и было. И там много всяких происходило вещей, там делались панк-концерты. Там был хардкор-концерт в 2010-м, по-моему. Был хардкор-концерт, игрался панк-рок. То есть, ну, это легендарное место. Я надеюсь, что оно будет перестроено в соответствии со всеми чертежами. Ага, и голосы с места пошли. Невероятные стовпцы. Да. Это архітектура стовпців. Да. Так, ось, слухайте, люди, коротше, я вам зараз розповіду. Ми нагадую, що проект, як називається наш проект? Согласен. Happy Session и Station, так? Это проект в першую чергу, так, ён про консолидацию. Конечно, мы тут збираемся, как паставаць, как вы послухали, але ж кожного разу мы збираемся, как падтрымаць некую организацию. Я нагадаю, что вельмі шмат добрых организаций было ліквідавана у мінулым у гэтым годзе ў Беларусі. Вельмі шмат добрых, шыкоўных беларусаў пераехала сюды і ў іншыя краіны. Мы вырашылі дапамагаць ім. Мы уже дапамаглі проекту «Мова на ново» з Варшавы. Театр тут. Віктор Циркунович і яго шыкоўная майстэрня татуіроўкі. А сёння мы вырашылі падтрымаць проект АР-візуалізацыі страшнай архітэктурнай спадчыны Рэбрэст. І зараз, Артём, у тебя перапыночек, можешь трошки, ну трошечки, невеличкий перапыночек. Мы просто зараз попросим представника этой организации Виктора расповести про свой проект. AR-визуализация страшной архитектурной спадщины Рэбрэст. Что это такое? Кто здесь? Привітання, сябры, дякую, что собрались. Маша, дякую, что запросили. Ну, что рассказывать, как бы, есть такая технология. Раз, два, три. Есть такая технология, доповнена речовісність, яка дозволяє... Это оно, да? Да, от якби на екрані ви можете бачити, ось там на телефоні ви можете бачити якби маленькі моделі. Тобто технологія дозволяє якби у 3D форматі якби візуалізувати екран любого гаджета. Той об'єкт, якого нема на сервісі, але який ви в принципі хочете побачити. Ось, і як ми вирішили користатися цією технологією, це відновити ту спадщину архітектурної бересті, яка була знищена, на місці якої вже повстала військова фортеця ще в 19 столітті, яку зараз вельми тяжко навіть просто побачити і мати навіть у музеях в неких таких формах. Ось. Безумовно, что ни одной архитектурой живет технология, что можно развиваться и любые помники, любые там арт-объекты, мемориалы, там помники, яких не хапая у реальном осероте, робить и визуализовать в любой кропке города, в любой кропке Беларуси. Вот. И я думаю, что мы будем далее развиваться, и проект будет жить. Бомбічна пролаза. Так, я вось паглядзіць, калі ласка, у нас сёння прэзентацыя, мы расцем, у нас таксама новыя тэхналогіі з'явіліся. Вось можна паглядзець, як працуе гэты праект.
Сапраўды ўжо колькі ўжо аб'ектаў у вас атрымалася вось так реализовать? 8 объектов у нас есть, 7 по Берестю, 1 по Березе, ну и плюс есть распрацовка еще по нескольким іншим. Ось, а на мобильнику, вот тут можно побачить, он стоит прямо тут вот от нас. То есть, ну, глядите, технологія дозволяє, по-перше, як дійти до місця, якби, де мусить бути поглядеть у повний масштаб, як ви бачите на екрані, це, скажімо, відео з екрану. А коли ви хочете поглядеть маленькі масштаби моделі, то это можно поглядеть у любым, скажем так, там, где вы знаходитесь, там, где есть ваша права, просто як Фішка ў тым, што у Беларусі, як, ну, і у Польшы таксама, падчас вайны і раней было шмат аб'ектаў архітэктурных, культурных знішчана, так? І вось цікавая таксама сітуацыя, што некаторыя аб'екты яны стаяць нават на месцы Брэсцкай крэпасці. То бок Брэсцкая крэпасць таксама зараз ужо гэта каштоўнасць культурная, так, і гістарычная. Ну, так. І зносіць Брэсцкую крэпасць, каб адбудаваць тое, што было замест, ну, на яе месцы раней, гэта не вельмі, ну, зараз незразумела будзе, так? Вось, гэта будзе новадзел. Але мы можам проста, гуляючы па гораду, мы можам карыстацца прыладай Рэбрэст і бачыць, якім горад быў раней, шмат гадоў таму. А можаш распавесці пра нейкі вось самы цікавы аб'ект, які вось проста крануў моцна? Ну, у нас, як усім карысцесу, вельмі кранае лёс пляшавых Бернардинак. Як бачыце, це вже не крепость, це якби за крепостними, за самою фортецею, якби територія, яка насамрэч ніяк не упорядкована, ніяк не догледжена. Але по сутності навіть там якби і от якби ось ті руїни, які ви бачили зліва якби від екрану, того об'єкту, де зараз промовилось, це комплекс Бернардинського кляштера в Жолоші. Насамрэч він заховався. Це самий старий якби будинок Бересті, ще до крепостної епохи, ще з 18 століття. І скажу, вельмі шмат було і досліджень, і жаданням його реконструювати, але по сутності якби нема ні політичної волі, ні грошей на те, як це реалізувати, якби, і догадали, це все просто, як ми знайомі, якби. Ну так, я ведаю, што было шмат актывістаў, якія змагаліся за тое, каб усё ж такі аднавіць нейкую гэтую гістарычную спадчыну, але ж, ну, такая сітуацыя ў нашай краіне зараз. Але ж, дзякуючы гэтай прыладзе, вось, нават сёння у гэтым баре вы можаце падысці, у нас тут ёсць тэлефон, і можна паглядзець, як працуе гэтая прылада, сэлфануцца, зрабіць здымачак на памяць з нейкай культурнай каштоўнасцю. Невядомая Беларусь, невядомая Берасці. Вялікі дзякуй, Віктор. Мы працягваем размову. Скину на фару Вітаўда. І фару Вітаўда так само, як в перспективі доберемося до Все, нього. буду чекати, до речі. Пакуль мы трохи тут настроились, я скажу. Так, я скажу тое, что у нас есть ведро, наше любимое ведро для донату. И кожны, кто хочет падтрымаць проект Рэбрэст, сегодня может это сделать. Я думаю, что все атрымаецца сегодня, Ваня.